Работа с шерстью – древняя традиция жителей Карачаева-Черкесии. Веками женщины пряли пряжу вручную, а в наши дни это старинное ремесло стало высокотехнологичным производством. Это единственное в России предприятие с полным циклом переработки шерсти от приемки сырья с овечьих ферм до производства пряжи. Фабрика находится в Черкесске, столице Карачаева-Черкесии. Уникальное производство раскинулось на площади в 25 гектаров. Трудно представить, но еще 10 лет назад на месте этих цехов был заброшенный пустырь. Сегодня здесь стоит современная фабрика. Ее построили по новым технологиям и оснастили инновационным оборудованием итальянских и немецких брендов. Даже система вентиляции здесь уникальная. Она фильтрует шерстяные волокна и автоматически увлажняет воздух, благодаря чему на фабрике комфортно работать. Налаживали производство и обучали механиков зарубежные специалисты. Теперь по итальянским технологиям производят черкесскую пряжу. Процесс сложный и состоит из нескольких этапов. Первое – сортировка и мойка шерсти. Сырье закупают у ставропольских производителей в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Калмыкии и даже на Алтае. У нас сейчас позиция такова, что мы покупаем только то, что мы видим, то, что мы сами сортируем. Потому что есть недобросовестные поставщики, которые продают по видам хорошей шерсти низшие сорта, поэтому предпочтение отдали своей сортировочному участку. Здесь же работает лаборатория, которая проводит экспертизу на всех этапах производства. Сначала на чесальном аппарате прочесывают образцы и получают шерстяную ленту. Вот она сама лента. С нее мы вырезаем, как по шаблону, 25 граммов, определяем качество шерсти. Далее работа продолжается на ланометре. Это такой микроскоп, который определяет тонину и другие свойства волокна. У нас здесь идет помесь, как бы неоднородная шерсть, то есть полутонкая, грубошерстная, мериносовая, тонкая. Все образцы с полным набором документов хранятся в архиве в течение 2 лет на случай спорных моментов. После сортировки шерсть отправляют в моечный цех. Это моечная машина, состоящая из 5 барок. Первая барка замачивающая, 2 моющих барки и 2 полоскающих барки. Температура сушки от 120 до 130 градусов. Затем шерсть прессуют и отправляют на топсовое чесальное производство. Шерсть проходит через щипковую машину, рыхлится, замасливается, обрабатывается антистатиком для дальнейшего чесания и попадает в лабазы, а оттуда в бункер чесальной машины. Это бункер кардочесальной машины. Здесь производится загрузка шерсти с лабазов и подается она на барабаны для прочеса. Развешивается специально и определенный вес подается на транспортерную ленту. Этот внушительный механизм прочесывает сырье и выравнивает волокна. Но это только начало долгого пути. С каждым этапом шерсть становится мягче, тоньше и чище. На этом очистка и первичный прочес шерсти заканчивается и начинается непосредственно предельное производство. Это после финишного прочеса, после второй линейной вытяжной машины, шерсть становится однородная и ровная, выравнивается. И происходит бобинирование для дальнейшего производства и упаковки. Это разрывно-штапелирующая машина, на которой обрабатывается акрил. Его закупают в Турции и Беларуси. Он поступает на фабрику в виде жгута. Его называют нейтрон. Акриловый жгут, проходя через валы машины, превращается в штапельную ленту. Можно сказать, сейчас происходит перезарядка станка. Заправляем сырье, чтобы равномерно распределить перед валами. Если имеешь
опыт работы, легче вам. Потому что станок современный, новый почти. И безопасность, все тут предусмотрено. Если что не так, сразу останавливается. Вот сейчас конечная заправка идет. В самый последний момент заправляем туда под диск. Смотрим, все ли нормально идет, распределилось все нормально, не намотало где-нибудь. Так, вроде все нормально. Переключаем на вторую скорость. И процесс пошел. Есть опыт работы на всех агрегатах, существующих здесь у нас. Есть понимание самого процесса, как надо подходить, что надо, где надо, в каких пропорциях, в каком количестве. Мне не надо говорить, я все знаю. Просто технолог, главный, бумажку дает, я уже сам ориентируюсь. Но если приходит молодежь, подсказываю, помогаю по возможности. Лично я очень рад, с удовольствием работаю. Следующий этап – смешивающая машина, где волокна шерсти и акрила смешиваются и отправляются на линейно-вытяжной аппарат. Здесь ленту вытягивают, делают тоньше и подготавливают к гребнечесальным станкам. На этом этапе вычесывают сорные, мелкие волокна, которые мешают делать пряжу. Это у нас идет отчес. На подушки могут его применять, на пух могут применять. Но нам для пряжи не нужно. Мы его очищаем, и у нас уже получается вот такая красивая лента, без примесей, без сорных, без мелких волокон. Мы уже сделали ленту параллельной, равномерной. И теперь уже переходим к производству ровниц. Это ровничная машина. То же самое, он ее делает еще раз тоньше, и уже получается ровница. Ровница, она отличается от пряжи. Нету крутки, нету силы, и она обрывается. Вот так вот будет обрываться. Если мы, допустим, ее сейчас закрутим, вот просто от руки, станет прочной, вот я ее закрутил, и это уже пряжа. Я ее сейчас так легко не могу. Мне, чтобы ее сейчас разорвать, надо большие усилия приложить. Просто потому, что я ее закрутил. Вот отличие от пряжи и ровницы, просто что в ровнице это уже настолько тонкая лента, где просто нету крутки. И это у нас мы закончили первый этап, а второй этап это мы уже делаем пряжу. Производим пряжу мы на кольцепрядильных машинах. Сейчас мы к ним перейдем. Автомотальные станки перематывают пряжу на удобные бобины, а кроме того, дополнительно чистят ее от лишних волокон, мушек, которые могут образоваться в процессе производства. Машина настолько умная, что сама соединяет концы нити при ее обрыве и восстанавливает непрерывность. Я вам сейчас покажу пример. И он его автоматически сейчас соединит пряжу. Идет соединение без узелков, без ничего, путем воздуха. И чтобы не было обрывности пряжи. Если нужна пряжа двойного или более сложения, процесс повторяется. Это берется одна пряжа, ставится на другую, и мы опять задаем крутку. То есть этот процесс идет здесь. Здесь две пряжи. Одна пряжа снизу, другая сверху. Мы здесь даем ей крутку, дублируем. Процесс простой, просто делаем пряжу двойного сложения. И, наконец, завершающий этап – обработка готовой пряжи паром температурой 95 градусов, благодаря чему нить становится объемной. Отсюда она заходит необъемной, с камеры уже после пара выходит объемной. Здесь мы парафинируем, чтобы на вязальных станках работала хорошо. И если заметить, уже она выходит здесь мягкой и объемной. Вот такой трудоемкий, технологически сложный процесс создания пряжи. На каждом этапе необходим внимательный контроль, а последнее слово остается за лабораторией. Если диаграмма идет без резких таких скачков, значит пряжа идет равномерная. И после того, как мы заканчиваем, печатает результат и полностью показывает
все, что мы делаем, мы потом уже видим здесь, он показывает нам результат того, что мы сделали, и мы уже смотрим, хорошая пряжа получилась или что-то мы не доработали, где-то чего-то не хватило. У нас хорошая пряжа, да, у нас нет никаких больших скачков, показывают, что нету мушек, утонений, утолщений нету, то есть пряжа очень прошла равномерно. Ассортимент продукции разнообразен. Фабрика выпускает пряжу как для машинных станков, так и для ручного вязания. Цвет, состав и толщина могут быть самыми разными, часто работают под заказ. Технологи фабрики могут воспроизвести почти любую пряжу, даже по небольшому образцу. Объемы производства на сегодня составляют 30 тонн в месяц. В планах до конца года довести эти показатели до 100 тонн. Сейчас фабрика работает круглосуточно, в 2 смены. Но для реализации планов не хватает специалистов. Ни одно сейчас учебное заведение не выпускает те кадры, которые нам требуются. Приходится обучать свои кадры, а свое обучение занимает месяц. Опять же, молодежь неохотно идет работать на производство. Проблема в том, что население большинством занято коммерцией, в торговле, все. То есть где-то лучше торговать, чем идти на предприятие работать. Сегодня фабрику знают во многих регионах России, от Дальнего Востока до Калининграда. Основные потребители – трикотажные производства Карачаево-Черкесии, Кемерово, а также ковровая фабрика в Витебске. Руководство предприятий работает над расширением географии сбыта, участвует в профильных выставках, находит новых партнеров. Участвуем в выставках Минлегпрома, где производители с бывшего постсоветского пространства все присутствуют. Стараемся везде принять участие и показать себя. Принимают нормально, адекватно. Даже удивляются, что в Карачаево-Черкесии есть такое предприятие. Теперь в Туркмении поставщики хотят, уже предлагают нам шерсть в мытом виде. С Казахстана предлагают шерсть в мытом виде. То есть люди видят, что предприятие реально работает и выпускает реальную продукцию, с которым можно сотрудничать. Если проехать от Дербента каких-то 60 километров в сторону Азербайджана, можно попасть в славное село Касумкент Сулейманстальского района, где живет известный на весь Дагестан гончар Набиюлла Керимханов. Один хороший человек сказал, что у меня получится возродить исписскую лезгинскую керамику. Я тогда работал в районном телевидении редактором. А до этого работал в нескольких там Дом народного творчества, общеобразовательной школе, учителем. А сегодня я работаю в управлении культуры, и при управлении культуры у нас есть Краеведческий музей. Как директор Краеведческого музея параллельно занимаюсь гончарным делом. Больше 10 лет мастер наслаждается звуком гончарного круга. Из холодной глины он создает предметы, которые приносят тепло. Но главная мечта Набиюллы Керимханова – возродить испикскую керамику – одно из самых загадочных ремесел Дагестана. Исписская керамика у нас утрачено было в середине 20 века. Пришло промышленное производство, керамические фабрики. Поэтому особо такого спроса не было тогда в народе. Поэтому утратил само по себе ремесло. На сегодняшний день особое такое отношение, очень востребованное
почему-то и интересуется народ. Много народа интересуется. Этот тип гончарного искусства зародился в дагестанском селении Испик, откуда и сегодня мастер Набиулла привозит глину. Сами изделия отличаются от других характерной глазурью зеленоватых оттенков. Однако до конца секреты производства испикской керамики не разгаданы и по сей день. По словам Набиуллы Керимханова, гончарное искусство – это то, чем может заниматься человек любой профессии, будь то чиновник, школьный учитель или врач. Это отличное хобби, способное отвлечь от основной работы. А вот сам мастер посвящает этому делу каждый день, вспоминая картинки из детства и былые времена. Я в детстве, когда я бывал в Испике, селении, все время наблюдал за дедушкой, за бабушкой. Бабушка занималась этим. Вручную, тогда же станков таких кругом не было же. Вручную делали всякие, некоторые блюда. А дедушка обжигал их на своем традиционном маленьком печке. Глина – благородный материал. Она всегда удивляет и никогда не надоедает, ведь керамическое производство состоит из нескольких этапов, а сам процесс нельзя назвать монотонным и рутинным. Но только вкладывая всю душу, обычное сырье превращается в нечто большее. Хотя она холодная, на ощупь, да, но когда работаешь, она теплее становится, потому что ты в это время с ним говоришь. С глиной надо разговаривать, чтобы послушно было глина. Чтобы разнообразить несколько штук, например, я делаю 5-6 штук, ставлю на полку, а в это время мне надо уже передышка, получается, да, несколько часов. Я занимаюсь другим делом. Я занимаюсь, к примеру, формами. Из глины я делаю, это печатки, да, штампы. Из глины в ювелирном плане я делаю это, перевожу на гипс. У меня постоянно в запасе эти некоторые штампы тоже есть. Узоры наносятся до термической обработки, а после того, как изделие тщательно просушилось, его обжигают в печи. К примеру, эту Набиулла Керимханов построил сам. Раньше я делал обжиг на дровах. В основном традиционно на дровах делали тогда тоже. А сегодня у меня я провел и природный газ, я могу и на газе тоже делать. А до 1000 градусов доходит. Я отдельно линию провел, и этим я делаю обжиг. А иногда я делаю, когда сухие дрова попадаются мне, я делаю и на дровах тоже. После обжига керамические предметы оставляют в печи, постепенно понижая температуру день за днем. Только так получаются качественные посуда, сувениры и даже вот такие причудливые маслобойки. Многие не знают, что это маслобойка. Маслобойка. Молоко, это сюда, и качаем. А это отверстие для того, чтобы воздух пускать. Это место закрываем, горловину, чтобы воздух пускать, посмотреть, сколько масла собралось там. Изделия из испикской глины отличаются прочностью, долговечностью и, самое главное, звуком. Смотри, разный звучание, между прочим. Это зависит от доли процентов миллиметра, то есть соотношение, да, от этого зависит, от толщины стенок. Будучи художником по профессии и гончаром по призванию, Набиулла Керимханов представляет культуру Дагестана в разных уголках нашей страны. Он завсегдатай выставок и симпозиумов, ярмарок и фестивалей. Первый диплом участника выставки «Мелодия гор» в 1990 году, тогда еще у меня печки даже для обжига не было, да, чисто высохшие изделия. Они сейчас обожжены тут на этом столе, да. Тогда не обожженные выставлял на первой выставке «Мелодия гор».
И тогда я просто экспериментировал по району нескольких мест. Я брал глины, экспериментировал тогда. И изделие после высыхания у меня получилось разные оттенки. Мягкие, да? Да, ну хватит. Давай положим. Так, первоначально нам надо найти центр, да? Положить это в центровку. Да. Надо найти центровку. Так, вроде... Давай включи-ка, посмотрим. Сразу так быстро? А? Ну да, молодец. В старину гончары хранили свои секреты, передавая их лишь от отца к сыну. Набиулла же обучил своего внука, 7-летнего Даниэла, который приезжает к деду из Махачкалы. Мальчик не просто лепит абстрактные фигурки из глины, а уже делает посуду. Она слишком мягкая сейчас, потом через пару часов, через 2 часа можно подправить, нанести орнаменты. В республиканских выставках, в некоторых выставках участвовал он в фестивалях. Его изделия, которые со мной тут рядом, отдельно от меня, сам себе, для себя делал эти изделия. Там выставляли на выставках. Между прочим, его изделия 90% купили его изделия на несколько тысяч рублей. Там кран же есть, помой иди. Набиулла Керимханов делится своими секретами не только с родными. Он дает мастер-классы для туристов и всех желающих постичь азы этого искусства. Признается, дагестанская керамика вызывает сейчас особенный интерес. Ну а в будущем гончар надеется, что узнает все тонкости из пикской керамики. И это возможно, ведь не боги горшки обжигают. Можно ли днем увидеть россыпь звездного неба? Представители ученого мира скажут: днем звезды, только солнце. Тем не менее, возьмем на себя смелость утверждать, что исключения существуют. Вот уже 2 года жители и гости Северной Осетии могут в любое время дня и ночи созерцать звездное небо. Технический прогресс и достижения науки дают возможность чудесам становиться явью. Одно из таких технических чудес создал и подарил своим землякам Руслан Комаев. У меня давно была мечта сделать школу космонавтики. Это хорошая возможность детям получить дополнительное образование. 21 век – это век космоса. Детям надо учиться этому. Все наши ведущие специалисты в России говорят, что мы отстали. Поэтому надо, конечно же, прилагать какие-то усилия для того, чтобы не опоздать насовсем. Школу космонавтики во Владикавказе можно назвать уникальным проектом. Аналогов ему в стране нет. Само здание – памятник культурного наследия России. Оно было построено на правом берегу реки Терек в 70-х годах XIX века как шиитская мечеть. В советское время его перестроили в планетарий. Он закрылся в 1992 году. И только спустя почти 30 лет, в феврале 2020 года, здание обрело новую жизнь. Реставраторам удалось полностью сохранить исторический облик здания, в том числе уникальную кирпичную кладку позапрошлого столетия. А Руслан Комаев подарил ему новое сердце из планет, звезд и галактики. Мы находимся в уникальной школе космонавтики имени Руслана Владимировича Комаева. В нашей школе имеется, во-первых, планетарий, потом имеется музей космонавтики, имеется уникальная астрономическая площадка, на которой есть настоящий луноход, модель Солнечной системы, 2 телескопа тысячекратного разрешения, есть модель нашей галактики «Млечный путь». Посмотреть действительно есть на что.
Особый восторг вызывает макет космического корабля. Все предметы, технические средства, каждый провод, его расположение точно такое же, как в настоящем. Именно здесь, за пультом, детей обучают азам управления кораблем и правилам космического движения. Но и это еще не все. Подобно космонавтам, стоит только выйти из кабины, и ты в открытом космосе, на орбите, где расположен учебный класс. Ну а как можно запустить человека в космос без предварительной подготовки? Для полноценных тренировок в школе установлен тренажер для проверки вестибулярного аппарата. Мне нравится школа космонавтики, нам тут рассказывают, как устроены ракеты, мы собираем макеты, и нам говорят, что, как и подробно работают. Мне здесь понравился больше всего луноход, это очень хорошая вещь, на нем можно преодолевать Луну. Самое интересное – это вот одежда космонавта. Я хочу узнать, как устроен рюкзак космонавта, что это за провода отходят, как они дышат и все такое. А еще я хочу собрать новую модель, какой-то новый спутник. Я уже смотрел фильмы про космос, и еще когда Руслан Владимирович вот эти луноходы все строил, я захотел строить тоже. Ну, я хотел построить венероход сначала, но потом захотел построить межпланетные станции, чтобы в будущем там жили люди. Я знаю, что Руслан Владимирович тоже был космическим конструктором, и он для меня остался великим человеком. Как и в любом образовательном учреждении, в школе космонавтики есть своя, отличная от всех, программа. Ее разработчиком и первым составителем был сам Руслан Кумаев. Сегодня ее дополняют преподаватели школы при поддержке специалистов ведущих вузов страны. Но этим сотрудничество не ограничивается. Нас приняли в Ассоциацию планетариев в России. Это дает нам большие возможности в развитии нашего контента обучающего. У нас есть возможность получать фильмы от Ассоциации планетариев. Вот на сегодняшний день опять хорошая новость у нас есть. Нас сделали региональным оператором крупного конкурса, называется он «Звездная эстафета». Его проводит Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Они приняли нашу заявку и с удовольствием согласились, чтобы мы были их региональным оператором. Значит, наши дети здесь пройдут отборочный тур и потом на финал поедут именно вот в Центр подготовки космонавтов. Такие крупные организации, как ЦНИ МАШ, например, это Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, научно-исследовательский институт Роскосмоса. Мы с ними сотрудничаем. Также мы сотрудничаем с специальной астрофизической обсерваторией Российской академии наук. Второй этаж школы космонавтики уникален. Каждая зона посвящена отдельной тематике – освоению планеты Венера, полету Юрия Гагарина в космос, исследованию Марса и многому другому. Орбитальная платформа «Навигатор», аппараты «Фобос-96», «Гранат», «Фрегат», «Протон», «Гамма-400», «Спектр», в том числе несколько аппаратов «Венера». Один из них, Венера-13, первым в мире в 1972 году совершил посадку на освещенной стороне одноименной планеты. Проработав на ее поверхности 2 часа 10 минут, он собрал данные о химическом составе грунта и атмосферы планеты. Эта информация позволила создать карту северной части Венеры. Но мало кто знает о маленьком секрете Руслана Кумаева. Там стоит макет посадочного устройства, внизу на котором приземляется, мы его называем шпангоутом. Я-то всегда понимал, какой аппарат полетит куда, потому что я их изготавливал, испытывал вместе с коллективом. И вечером как-то я пришел, и внутри нацарапал ИР. Внутри титановый, достаточно сложно было это сделать, очень крепкий материал. И внутри я написал ИР слово. Да, говорю, пусть там знают на Венере, там, хотя 500 градусов, но пусть знают, что есть такая маленькая республика в Осетии с гордыми
людьми, и вообще-то очень хорошими людьми, которые живут в Осетии. Основатель школы космонавтики Руслан Владимирович Камаев, работая над проектами по космическим аппаратам, которые были запущены на Венеру. Вот у нас идут дожди из воды, а там идут дожди из серной кислоты. Что аппарат невозможно сделать долговечным, что кислота его разъест. И вот, трудясь над различными проектами, в его конструкторском бюро и при его участии было изготовлено больше 500 аппаратов. Здесь есть один интересный экспонат, потому что с ним связана очень такая жизненная история. Этот экспонат называется космический телескоп «Спектр-Р». Это телескоп, который создавался под руководством Руслана Владимировича. Вот там на стенде у нас в виде макета его зеркало. Это было в свое время уникальное зеркало телескопа. Его диаметр составлял 10 метров. За такое большое зеркало телескоп «Спектр-Р» даже получил сертификат нобелевский, то есть тоже сертификат у нас представлен. Так вот, есть такая история, что данный телескоп на заводе называли не «Спектр-Р», а говорили «это телескоп Руслана». Первому полету человека в космос уже 61 год. Свой технический и конструкторский вклад в эту дату внесли учащиеся и сотрудники школы. Вместе с учителями они изготовили модель космодрома Байконур, каким он был в 1961 году, и ракету «Восток-1», на которой совершил свой полет Юрий Гагарин. Здесь же газеты, вышедшие 12 апреля 1961 года. Это единственный, наверное, в России точный макет на дату 12 апреля 1961 года. Этот макет отсылает нас к тому, чтобы люди прочувствовали и поняли нашу победу в то время. Среди новых аппаратов школы космонавтики выделяется и макет многоразового космического корабля «Буран». Первый в мире орбитальный летательный корабль, опередивший свое время. Он был сконструирован так, чтобы совершить до 100 полетов, но взлетел «Буран» лишь один раз. 15 ноября 1988 года он дважды облетел Землю и стал первым в истории крылатым космическим аппаратом, совершившим автоматическую посадку. С «Бураном» связан еще один ценный артефакт – фотография, на которой в день старта «Бурана» оставили автографы все причастные к созданию и запуску специалисты. Фото и подписи настоящие. Школа космонавтики и планетарии редко бывают пусты. Люди приходят целыми семьями. К ним присоединяются студенты и школьники. Своими глазами увидеть россыпь звезд, в прямом смысле прикоснуться к планетам Солнечной системы и прогуляться по Млечному пути – это ли не осуществление детской мечты? А еще услышать сигнал настоящего искусственного спутника Земли. Этот экспонат детям очень нравится. Мы изготовили модель первого искусственного спутника Земли в разрезе. Она издает сигналы. Это позывные его. Сигнал спутника как звонок на урок, а урок в кабине астронавтов. Это не может не вдохновлять на новые свершения, решение новых космических задач, на новые мечты о покорении космоса. Их осуществление приходится на поколение нынешних 10-12-летних ребят. Они с увлечением, азартом и блеском горящих глаз уже сейчас думают о космических просторах и будущем космических морей. Это аппарат, спускаемый без парашюта. Вот у него еще лопасти раскрываются вот так. И он должен в воздухе приземляться медленно. А для чего он? Чтобы спускать груз и людей. А то вот на парашютах сейчас не совсем неуместно вот так летать. Лучше сейчас иметь новое изобретение, которое будет лучше и легче. Я предложил систему планера, а он предложил вертолетную систему. Когда наши работы слились, у нас вышел более или менее рабочий прототип. Для чего он нужен? Полезный груз, в том числе человек, будет спускаться при помощи лопастей. Но возникла такая проблема. Когда крутятся только лопасти, вращается и нижняя часть.
из-за чего может вращаться и полезный груз. А для космонавтов, находящихся там, это будет не очень полезно и даже опасно для жизни. Поэтому мы решили, используя идею Георгия, ввести такие винтовые лопасти на основную часть, в которой не находится космонавт, благодаря чему компенсировали вращение. Здесь будет находиться специальный аппарат, который будет также контролировать, и если чтобы, к примеру, у этих лопастей не получается справляться, то он помогал. А сам космонавт будет находиться снизу. При приземлении на небольшом расстоянии от Земли этот аппарат отстегивается от основной части с космонавтом и приземляется рядом, благодаря чему и космонавт, и аппарат остаются целыми, и аппарат можно использовать повторно. У меня есть одна мечта – создать аппарат, который позволил бы людям находиться протяженное время в космосе и не вредил бы их здоровью, так как здоровье людей превыше всего. Это будет, скорее всего, или капсула, или скафандр, который позволит людям на некоторое время, так сказать, застывать в пространстве своего организма и не стареть, не требовать каких-то дополнительных ресурсов, то есть еды и воды, чтобы они могли дольше находиться в космосе. Моя дисциплина называется «Пилотируемая космонавтика». В ней я объясняю про нюансы первых полетов в космос, подробности, как они проходили, кто руководил этими полетами, благодаря кому они состоялись. Когда я детям начинаю рассказывать про эти первые полеты в космос, начинаю показывать, как они проходили, большое количество вопросов, я даже не успеваю отвечать на многие. Дети очень увлечены, они жаждут получить ответы. Это знак того, что они заинтересованы, им это нравится. Мне кажется, что космос еще не исследован, и нам еще очень надо много времени, чтобы его изучить. Мне всегда бывает интересно, как изготавливают всякие приборы, спутники. И, может быть, в будущем я тоже что-нибудь изготовлю. Коридор Валерия Сабанова в звездном зале планетария. Так между собой называют сотрудники школы космонавтики экспозицию работ известного в республике астрофотографа. Как и Руслан Кумаев, он хотел сделать космос ближе. И часто говорил, мало кому удается побывать в космосе, однако наблюдать красоту звездного неба может каждый. К сожалению, летом 2020 года Валерий погиб в горах Северной Осетии, оставив в наследие коллекцию завораживающих звездных пейзажей, снятых в разных уголках Кавказа. В нашей маленькой республике за короткое время, когда уже школа была открыта, нас посетили уже около 10 тысяч людей, наш планетарий. И ежегодно 500 учеников учатся у нас в школе по программам дополнительного образования. Я думаю, эта статистика говорит сама за себя. Школа космонавтики становится точкой притяжения для всех жителей республики и ее гостей. И, конечно, учащихся детских садов и школ. Ведь здесь звезды становятся ближе, а Вселенная хоть и немного понятнее. А откуда ты знаешь, что это Солнце? А он все знает. Кто знает, может быть, и пока еще 3-летний Тамерлан станет покорителем космоса. Откуда малыш, еще по-детски картавя и плохо выговаривая слова, знает название планет Солнечной системы, не понимают даже родители. Но почему-то верится, что здесь, во Владикавказе, в месте, которое придумал и воплотил Руслан Кумаев, уже сейчас учатся и мечтают известные в будущем ученые, конструкторы и космонавты. Есть плеяда людей, которые должны думать о человечестве, да, потому что нельзя потерять человеческую жизнь. Надо, чтобы были варианты, если какие-то случайные, какие-то обстоятельства, чтобы могли их избежать и придумать что-то такое. Но к этому готовиться надо, для этого надо развивать космос, развиваться. Для чего мы и создали, может, какой-нибудь астинский мальчик появится и скажет: я знаю, куда надо лететь, я обнаружил планету, схожую с Землей, и мы полетим туда, я готов это организовать. Вот для этого мы делаем, чтобы какой-то мальчик астинский появился, и не один, а много их было, чтобы...